Законодательство национальное и местное, которое существовало до принятия закона об образовании, предоставляло все возможности для изучения гагаузского языка. Не было абсолютно никаких ограничений. Проблема в другом. Проблема в том, что нет людей, никому преподавать. Посмотрите на Камрадский государственный университет, кафедра гагаузской филологии. Сколько там групп? У нас не выпускаются специалисты по гагаузскому языку. То есть эта специальность практически вымирает, имеется в виду в университетах. В этом проблема. И законодательство не ограничивало возможность изучения гагаузского языка. Национально в данном случае. Оно вообще не ограничивало его. Пожалуйста, преподавайте сколько хотите, только обеспечивайте специалистами. Что мы видели? Это мы видели нежелание власти продвигать гагаузский язык и нежелание власти использовать гагаузский язык как рабочий, как официальный. А если язык не используется как рабочий, как официальный, он вымирает. И власть в данном случае, прежде чем начинать со школьников и с детей, должна была начать с себя. В конце концов, уже можно было давно уже, не знаю, там элементарные вещи, которые не требуют глубоких знаний гагаузского языка. Назовите улицы на гагаузском языке в 27 населенных пунктах. Назовите села на всех 3 официальных языках. Повесьте таблички хотя бы. Не знаю, там, создайте какую-то видимость этой работы. Даже это не делается. Говорите больше на нем. Ну, неправительственная организация Пилигрим Дама работает только в Камрате и на территории Гагаузии.